На минувшем заседании Народного собрания, которое прошло 6 января, один из депутатов высказал мнение по поводу финансирования изучения болгарского и украинского языка в некоторых школах Гагаузии. Почему мы говорим о том, что необходимо развить класс для изучения болгарского или украинского языка? За счет бюджета Гагаузии. Если хотят изучать болгарский язык или украинский, пусть, пожалуйста, за собственные деньги родители говорят. Сразу же после выступления Захарии Сергея Константиновича право на реплику попросил депутат Илья Чулак от села Кирцево, где компактно проживают болгары. Прозвучало опасное заявление. Может, оно невольно было, может, вольно опасное заявление. Болгары должны изучать за собственный карман, украинцы за собственный. Неправда и никогда этого не быть. Изучаем за счет государственного бюджета и будут изучать дальше. Кирцево 3,5 тысячи болгар. 3,5 тысячи болгар. Моя дочка одна учит болгарский, сын и дочка вторые учат гагаузский. И 3,5 тысячи болгар должны также правами обладать, как и остальные 3,5 тысячи гагаузов, которые проживают в Кирцево. Такого рода высказывания задело не только Илья Павловича, но и заместителя муниципального совета муниципия Камрат Нейковчина Василия Савовича. Сказано им, что болгары сегодня сидят на гагаузской шее, это либо проявление национализма, тогда господина Захарию следует привлечь к ответственности за разжигание межнациональной розни. Да, сегодня в автономии плохо. И вопрос, который рассматривался на сессии, это вопрос оптимизации образования в Гагаузии. Нужно закрывать школы, потому что не хватает средств. Но это не повод, чтобы обвинять болгарское и украинское и другое население гагаузской автономии в том, что они, дескать, объедают гагаузов, и поэтому сегодня гагаузским школам не хватает средств. Депутат от коммуны Кангащик полностью отрицает намерение разжечь межнациональную рознь, комментируя, что его неправильно поняли. В принципе, понимаю, почему это делается моими оппонентами, но хочу искренне заверить, что никакой национальной вражды или, скажем, других каких-нибудь подоплеки абсолютно не имелось в виду. Что я имел в виду? Имелось в виду, что на образование мы получаем трансферты из национального, скажем, бюджета Республики Молдова. И, безусловно, мы сейчас должны понять одну очень важную вещь, что на территории Гагаузии проживают наряду с гагаузами, болгарами, украинцами и многие другие национальности. Поэтому очень важно, что я сегодня хочу высказать огромную благодарность всем народам, наряду с гагаузами, которые проживают здесь, это и болгары, это и украинцы. Благодарность в том, что благодаря этим совместному проживанию, благодаря пониманию общей идеи, автономия как образование состоялась. Потому что если бы не было бы этого единства, не было этих народов, которые совместно проживали на протяжении веков, имеют очень много общего в своей истории, скажем, в своих традициях, танцах, то, наверное, не было бы этого. Поэтому ни в коем случае я не против болгарского народа, я хочу или украинского народа. По словам Сергея Константиновича, работая уже не один год в Камрадском государственном университете, он хорошо относится к студентам, изучающих болгарский язык. Вот на протяжении определенного периода времени я работаю в университете уже 17-й год, и мы даже изыскивали средства для изучения болгарского языка в группах, которые, скажем, занимались даже по специальности права. Вот когда формировалась группа там 15, 18, 20 человек, мы находили источники финансирования и выделяли, значит, на обучение этого языка. Гагаузия, как и вся Молдова, многонациональный регион, поэтому спор о том, как развивать языки, всегда будут бурно обсуждаться. Решение нынешних и будущих споров по этому поводу может стать государственная программа на республиканском уровне, развивающая языки.